У терпения, если посмотреть тому, как терпение разъясняет Коран или Сунна, мы увидим, что у терпения есть степени. У терпения есть степени, как, например, в одном из хадисов, Пророк ﷺ в одном из хадисов даже разделил степени сабра, то есть терпения. В одном из хадисов Аллах Субхану говорит: поклоняйся Аллаху, как Аллах говорит, аля-рида. И'будуллаха аля-рида, поклоняйся Аллаху в довольстве, или с довольствием, то есть будучи довольным. Но дальше пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом хадисе, это хадис сборника Тирмизи, говорит: «Фа'иллям тастати' фафи сабри аля ма такраху хайрун катир». Но если ты не можешь, то есть поклоняйся Аллаху, будучи довольным. Но если ты не можешь, то в терпении того, что тебе не нравится, тоже много блага. То в терпении того, что тебе не нравится, много блага. То есть мы видим здесь, скажем так, реализм ислама. Реализм ислама и реализм того, чему учит пророк, алейхиссалям. То есть, конечно же, мы, поклоняясь Аллаху. Что такое и'будуллах? Что такое поклоняться Аллаху? Мы знаем, что айбада, и'будуллах, то есть айбада, происходит от слова абд. Что такое абд? Это раб. Что такое раб по отношению к своему Господу? Это полное подчинение ему. То есть, если более точно переводить этот хадис, получается: будь покорным рабом Аллаху и при этом проявляй довольство тем, что, или проявляй довольство в том, в чем ты ему покорен. То есть, а в чем может быть покорство? Например, или самое основное покорство — это выполнение приказов, или же, что? Остережение запрета. То есть, когда ты раб, и у тебя есть господин, хозяин, он тебе приказывает, ты должен сделать то, что он приказывает. Или, например, он тебе что-то запрещает, ты должен отказаться от того, что он запретил. То есть, ты должен соблюдать этот запрет. Конечно, во всем этом должно быть терпение. Но здесь мы видим, Пророк сам сказал: сначала учить чему? Делай это с довольством. То есть, будь доволен, делая, то есть, будь доволен, будь, можно сказать, даже где-то радуйся, люби, получай удовольствие. Да? Если раскрыть понятие ар-рида, то есть довольство, то есть будь доволен, люби то, что ты делаешь, когда покорен Аллаху. То есть люби то, что ты делаешь, выполняя приказы Аллаха, люби соблюдение запретов Аллаха Субхану ва Тааля. Но где здесь реализм? Реализм в том, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям понимает, то есть даже Аллах Субхану ва Тааля знает, что не все мусульмане и не всегда мусульманин на той степени веры, когда он любит, скажем так, выполнение приказов, или когда он любит, радуется и получает даже удовольствие в соблюдении законов, запретов. Не всегда такое у нас бывает, и любой из нас это может даже по себе сказать, что иногда мы выполняем какой-то приказ Аллаха, какую-то обязанность какую-то выполняем, иногда мы получаем удовольствие, мы это любим, мы этим довольны, но иногда нам это не нравится, и мы заставляем себя. То есть мы заставляем, мы делаем то, что нам не нравится, то, что нам неприятно, но мы все равно себя заставляем. И здесь поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: то есть будьте покорны Аллаху в довольстве, но если не сможете, то в терпении. То есть мы видим, что здесь, оказывается, есть две разные степени. Есть степень терпения в покорности Аллаху, и это высокая степень, а есть степень ниже, но она тоже, скажем так, правильная, хорошая степень, это степень, то есть высшая степень, это степень довольства в покорности Аллаху. Степень ниже, но это тоже важная степень, это степень терпения в поклонении Аллаху Субхану ва Тааля. То есть, когда ты выполняешь приказ Аллаха с терпением, тебе это не нравится, но ты проявляешь терпение и выполняешь. Ты соблюдаешь запрет, но тебе это не нравится. Когда нам не нравится соблюдать запрет? Например, когда мы чего-то очень хотим. Мы чего-то очень хотим, мы это хотим получить, мы хотим это сделать, но потому что Аллах Субхану ва Тааля нам запретил, мы, скажем так, заставляя себя, принуждая себя, хотя нам это неприятно, но мы соблюдаем этот запрет. То есть это есть степень терпения сабра. Но если, например, мы достигли той степени, когда любим соблюдение запрета, когда уже мы проявляем ненависть к тому, что Аллах Субхану ва Тааля запретил, нам неприятно, у нас вызывает отвращение то, что Аллах Субхану ва Тааля запретил, естественно, мы здесь запрет будем уже соблюдать или выполнять этот запрет не с терпением, а наоборот, с удовольствием. То есть это степень ар-рида, о которой говорил пророк, алейхиссалату вассалям.